Говорю о том, что вот этнический человек, или вот так, более научно, человек этномодерна, имеет в современном мире очень высокие преимущества, потому что этот человек пока сохранил традиции. Это очень важно. Запад, к сожалению, все свои институты традиционализма растерял. И вот современный этнический человек может возвратить не просто самому себе, а миру может возвратить вот эти традиционные ценности. Поэтому вот это очень важная культурная задача, мне кажется. А относительно, если говорить о конкретике, мне кажется, что здесь мы можем предлагать определенные модели здравосбережения. Это, наверное, у нас единственная территория, где будут сохраняться вот эти такие девственные пространства, ну, скажем так, дикой природы. Нигде в мире их не осталось. Поэтому здесь можно говорить о лечении, вот нашим экологичным, натуральным питанием. Здесь можно даже говорить, если пофантазировать, о терапии пространством, чистым пространством вот естественной природы. Нигде в мире уже такого нету. А это значит, еще вот у Михаила Ефимовича вот такие были ну, идеи, как фонд будущих поколений. Вот эту идею тоже можно расширить. И это как бы вот фонд будущих поколений. И на самом деле это хорошо вписывается вот в нашу традиционную парадигму, потому что саха издревле как бы жили ради будущего. Это вот такой традиционализм, это такая ценность. Жить ради будущего. И вот мы должны вот что-то сохранить, и вот это сохранить и передавать будущим поколениям, мне кажется. Если говорить о какой-то конкретике, вот здесь можно просто вот, помечтать и сказать о каких-то таких вещах. Ну вот, может быть, если из технологического плана, вот мы здесь должны, видимо, придумать, и это будут как определенные наши вот культурные бренды, это какие-то северные и арктические технологии. Сейчас про это очень много говорят. Мы вот как раз прошли вот первые этапы, когда вот у нас есть такие идеи, это вот зима начинается с Якутии, да, событийный туризм, вот, связанный с нашим экстремальным условием. Мы сегодня вот записываемся 14 января 2021 года. А за бортом у нас почти минус 50 градусов, да, и уже это месяц такая температура стоит, очень холодно. И этот потенциал холодных условий мы как-то должны реализовать, причем используя вот эти современную науку. А центральная Якутия, посмотрите, она вот опять снова бьет вот эти рекорды по холоду. И мне кажется, это в ближайшие, по крайней мере, 50, там, может быть, даже 100 лет это все будет у нас сохраняться. Вот поэтому еще вот эти холодовые технологии. Но мне кажется, если то, что вот сейчас уже есть, мы должны вот реализовать, наконец, вот эту малую авиацию. У каждого сейчас есть, мы дошли до того, что сейчас у каждого в семье есть свой личный автомобиль, а в будущем должны быть у каждого свои личные самолеты. Ну, чтобы в радиусе 200-300 километров ты спокойно мог не ездить не по дорогам, да, а просто перелетать. Это гораздо безопаснее и очень быстро, и очень мобильно. И вот мне кажется, это были идеи еще 20 века. У нас же, когда БАМ строился, были такие идеи трансконтинентальной железнодорожной магистрали. И, может быть, это будет как-то реализовываться, и это, может быть, будет как-то стыковаться вот с этим северным морским путем, с этой парадигмой, да? Может быть, появятся вот эти на наших сваях или вот что-то подобное, таких сваях. Вот сейчас у нас мост должны строить тоже на сваях на вечной мерзлоте. Какие-то скоростные магистрали, вот железнодорожные. Ну, то, что вот сейчас есть в Японии, вот эта технология Шинкансен называется, или вот в Китае сейчас то, что внедряют, да, скоростные поезда. Может быть, это будет очень перспективно вместо дорог. Ну, сами знаете, все дома у нас до сих пор строят на
сваях, и они более-менее стабильны. А дороги, как ни строй, все-таки они у нас, сами знаете, через каждые 10 метров ухабина и колдобина какая-то, да? Поэтому, может быть, строить надо. Это, конечно, дорого, но для железных дорог, может быть, это окажется очень перспективно. И ты можешь за 2 часа доехать на таком скоростном поезде до Тикси, то есть до северных окраин нашей республики. Вот. И вот появляется, может быть, трансконтинентальная магистраль в Северную Америку, ну, на Аляску, через Берингов пролив. Вот это еще была идея 40-летней давности, 50-летней давности. Наши советские ученые об этом уже говорили, но не реализовалось это. Вот в рамках программы, да, БАМ, и там политика своя была. Сейчас у нас мир становится глобальным, поэтому мы должны что-то предоставить. А в плане культуры, так как мы тоже интересуемся вот этой плане культуры, у нас где-то 40 лет назад, 60 лет назад появились такие важные произведения искусства, которые становились программными. Они были определенными культурными ориентирами в живописи, в якутской графике. А потом появился вот в 80-х годах театр Андрея Борисова, и там появился вот этот программный спектакль «Голубой желанный берег мой», который действительно, вот если мы подумаем, расставил все вот эти приоритеты, и то, что вот реализовалось в нашей культурной политике, в нашей республике, оно реализовалось. Вот на слуху это вот театр Лонхо и какие-то другие вещи, вот, которые сейчас запланированы эпическим центром, да, мировых эпосов, да? Вот в этом плане. И у нас вот в ближайшие 100 лет должны появиться, наверное, 3-4 таких программных произведения искусства. Но это, наверное, тоже театр и сейчас кинематограф, мне кажется. Вот над этим надо подумать нашим деятелям искусства, которые будут задавать определенные ориентиры. Вот то, что вы занимаетесь этим форматом, мне кажется, это вот тоже как раз раскрывает потенциал, когнитивный потенциал якутского дуалистического сознания. Вот вы иррационально, бессознательно, интуитивно догадались, что надо делать эти же вещи. Мы возвратились в ту же самую точку, когда Алексей Алексеевич Кулаковский начал писать письмо якутской интеллигенции. Прошло 100 лет, но в принципе, по сути, мало что поменялось. И мы сейчас вот через этот формат продолжаем писать письмо якутской интеллигенции. Их много было на самом деле, вот у первой, второй волны якутской интеллигенции. Мы сейчас продолжаем вот делать вот эти вещи. Будущее, оно на самом деле формируется сейчас. Вот это очень важно осознавать, и как бы вот это все должно у нас постепенно материализоваться.